правительстве республики произошли кадровые изменения. Ряд ключевых ведомств возглавили новые руководители. Пятым вице-премьером назначена Майя Цыбулевская, министром здравоохранения Астамур Гуния. Министерство сельского хозяйства возглавил Беслан Перцхеля. Кама Адзенба утверждена в должности министра соцобеспечения и демографической политики. Она опытный специалист, работает в ведомстве уже 8 лет. В последние полгода исполняла обязанности министра. Выпускница Московской юридической академии имени Кутафина, окончила аспирантуру дипломатической академии МИД Российской Федерации по специальности международное право. С 2008 года преподает в АГУ, с 2017 младший научный сотрудник Института экономики и права АНА. Мне, наверное, в этом коллективе особенно не стоит говорить о Каме Гаревне. Она ваш коллега, опытный специалист, уже на протяжении 8 лет трудится в должности ответственно и последние практически полгода выполняет функции, исполняющие обязанности. Очень рассчитываю на то, что задачи, которые определил президент в социальном обеспечении наших граждан, в улучшении качества жизни, повышении эффективности деятельности министерств и ведомств, они будут достигнуты. Простых задач не бывает, они всегда сложные. Но я, как всегда, обращаю на это внимание, они всегда решаемые. А с помощью коллег, с помощью профессионального коллектива это будет добиваться легче и быстрее. Успехов вам в новой должности и всему коллективу новых достижений. Спасибо большое. Это большой кредит доверия. Надеюсь, поставленные цели и задачи будут выполнены не без помощи и главы государства, и правительства, и всего коллектива в целом. Владимир Делба также представил коллективу Минздрава Астамура Гуния, нового руководителя ведомства, выпускник Кабардино-Балкарского медицинского госуниверситета. Астамур Гуния с 2004 года практикующий хирург, с 2022 года по настоящее время главный врач Сухумской инфекционной больницы, заслуженный врач Абхазии, кавалер ордена Ахцапша 3-й степени. Убежден, что при руководстве Астамура Карбевича лучшие традиции в коллективе сохранятся и будет также динамично развиваться работа в этом направлении. Эдуард Валерьянович, большое спасибо, благодарность за совместную работу. Спасибо. Я убежден, что ваш опыт, ваши знания, безусловно, они будут применены в дальнейшем. Об этом и мы с вами говорили, и глава государства с вами об этом говорил. Поэтому далеко никто не уходит, мы все вместе трудимся, потому что это очень важное направление в нашей стране. Еще раз подчеркну, жизнь и здоровье граждан является приоритетом в социальной политике. Астамур Карбевич, вам, безусловно, желаю успехов. Коллектив здесь работоспособный, дружный, хороший. Поэтому думаю, что вы справитесь с поставленными задачами президента. Спасибо за такую оценку моего скромного труда. Действительно, медицина развивается очень бурно и очень немало сделано в структуре здравоохранения республики, заданы определенные вершины. Я думаю, что Астамур Карбевич пойдет дальше, очень много анонсировано нами. И в плане дальнейших действий, в плане развития тех или иных направлений, как кардиохирургия, литотрипсия, и урология, и перинатальный центр и так далее, мы с Карбевичем отдельно поговорим. Хочу поблагодарить руководство страны за оказанное высокое доверие. Я человек в новом министерстве, поэтому вместе с вами, с коллективом, надеюсь, решим все задачи, которые были перед нами поставлены. Эдуард Валерьянович, спасибо вам большое, что в самые тяжелые времена ковидные вы были рядом с нами. Спасибо. Министерство сельского хозяйства отныне возглавляет Беслан Перцхеля. Представляя коллективу нового руководителя, Владимир Делба отметил большой вклад предыдущего министра Беслана Джопа в развитие сельскохозяйственной отрасли страны. Глава правительства выразил уверенность, что эта работа будет продолжена и приумножена. Полагаем, что Беслан Дмитриевич очень активно вольется в работу Министерства сельского хозяйства с учетом ключевых важных задач, которые поставлены перед ведомством. Минсельхоз, как и всегда, является ключевым звеном в развитии агропромышленного комплекса и в целом всей экономики. Поэтому рассчитываю, что то, что в ведомстве наработано с учетом
большого опыта, хороших традиций коллектива, это все здесь сохранится и будет приумножено. Беслан Цыбович, ваша работа, ваш опыт, который был приложен полностью для выполнения задач и функций, которые возложены на Минсельхоз, они были проявлены успешно. Я хочу поблагодарить вас за работу. Вы всегда находились рядом с сельским хозяйством, вы всегда находились рядом с селом. Это очень важно, мы особо отмечали это. Но я хочу, уважаемые коллеги, сказать и напомнить вам, что указом президента Беслан Цыбович назначен советником президента по вопросам сельского хозяйства. Так что он рядом вместе с этой отраслью будет, естественно, заниматься направлением. Он хороший наставник в этом смысле. И мне очень приятно, что именно такое решение сейчас президент принял, и Беслан Цыбович согласился на эту должность. Еще раз, Беслан Цыбович, благодарю вас за то, что вы в Минсельхозе сделали и еще сделаете. Уже в новом качестве, в должности советника президента. Поэтому всех благ, всех успехов. И вам, Беслан Дмитриевич, успешной работы. تبوك وديم البدري با أجو كويش حز حراسي تخوزي على شبسكة وزموسى خير تحوز كرانت أو سيتساعو خير شرا بزا مينستري حسب الله جيوان زكي كاليغا تشنوسى لين تحوز يسم شجي شغل بشرة داري من شو أنا وسورة على يخي حمو حزجوس يشنا بزلا كز شغل بشزيكتوز شباكو داري تشزوب سرا تو حراس رستخوب كولكتيف يخصنا الخنا شبسك يشبس خوش بسوسية تحوز يخا قدر ببزيك وحمزر زي جبري كولكتيف يخي يقولوا إذا بزوروب رجباو بيصطاد متري باي يخا حيفان بتزيد يخا حيبدو دوسي تحوان تمشير ريونهم روما سر برزقوت بريحة شو وسكوا يرا شكالا داغو بشوزي دكتور بريابخي عسر شيوة بيشونو بيزحن تقول ريمو обснир дорогу, Андрей, у нас общались кузеги счет. Это не только высокая честь для меня, но это серьезная ответственность после того, как руководитель Беслан Цыбович. В свою очередь хочу добавить то, что те показатели, которые вы до меня показали, работая в Министерстве сельского хозяйства, я уверен, что мы это закрепим и будем продолжать нашу работу дальше. Беслан Перцхеля, выпускник АГУ, в разные годы окончил факультет биологии, агроинженерный факультет с 2023 года по настоящее время член Общественной палаты. Адис Цагари, Рамукамки, Абхазское телевидение.